Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв. За и против». Как обычно, по понедельникам в этой студии мы обсуждаем важные для республики темы с экспертами, лидерами мнений, честно и с разных сторон. С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. На ваших экранах сейчас карта местности, куда направлен тревожный взор якутян. Верховье реки Амги в Алданском районе, где запланирована лесозаготовка, стали, образно говоря, полем противостояния между общественностью и руководством республики. Суть спора сводится к одному главному вопросу. Возможно ли лесозаготовка без ущерба экологии? Ну, именно в этом мы и будем сегодня разбираться. На днях Общественная палата Якутии была принята попытка обсуждения этого вопроса, но она провалилась, так как вызывающее поведение представителей общественности не дало состояться конструктивному диалогу. Поэтому сегодня мы пригласили в студию другую сторону. Это представители власти, подрядчика и науки. Ну и, конечно же, первый вопрос. Возможно ли лесозаготовка без ущерба экологии? Потому что мы все время говорим о том, что наша природа уязвима, хрупка, что вечная мерзлота не прощает ошибок. Вот, может быть, с науки начнем. Ну, я хотел бы сказать, что Общественная палата вообще, в принципе, сделала неплохой посыл. И, в принципе, это их обязанность в какой-то мере освещать. В целом, надо сказать, и вот мы считаем и обсуждали с органами Госсобрания, что в целом можно сказать, что диалог состоялся. Биологические ресурсы в целом, да, и лесные ресурсы – это один из видов ресурсов, так называемых возобновляемых. И во всем мире идет заготовка, обращаю внимание, заготовка, не вырубка, не рубка, а заготовка по определенным правилам. В разных странах, в разных территориях она ведется по разным правилам. И, в принципе, это тот ресурс, который надо изымать. Причем, как бы, территория республики обладает колоссальным лесным и запасом, и возобновимыми ресурсами. Единственное, что в каких местах это можно делать, в каких нельзя. А верховья Амги, они к какому относятся? Ну, это лесопромышленные районы. Там много заготавливалось, до 300 тысяч кубометров в год. Это То есть там в советское время всегда заготавливался лес? Да, по определенным правилам, и они выдерживались, и те, которые не умели заготавливать, штрафовались сильно и даже не заходили туда. Ну, я могу сказать, что вопрос еще интересен не то, что лесопромышленные районы. У нас лес можно заготавливать и заготавливают в различных других целях и в других районах республики. Просто там правила другие, объемы другие, технологии другие и требования другие. Поэтому большое количество людей, которые берут на краткосрочное пользование, их довольно много. И если вот сейчас принять там по одному прецеденту решение, то оно коснется десятков тысяч человек. То есть, соответственно, закон обратной силы не имеет. Если что-то вот произойдет, коснется интересов очень многих. А что там может произойти? Чего так все боятся? Ну, уже имеются определенные территории, в которых лесистость очень пониженная, там происходят определенные оползневые явления, связанные с мерзлотой. Это особенность нашего региона. У нас и одновременно и очень жарко, мало осадков, фактически полуконтинентальный климат местами. И поэтому мы должны очень осторожно относиться. У нас мерзлота охраняется лесом. По сути. Если бы не было леса, то мерзлота бы у нас совершенно по-другому себя вела. Поэтому, когда с лесом общаются только как с ресурсом, а не как со средой обитания, как со средой, которая является как бы окружающей природной средой для живого, для растений, для животных, это уже совсем другой подход. Ну, то есть опасность все-таки существует? Ну, это в целом в Российской Федерации лесной кодекс, он направлен на то, что лес – это ресурс, который надо использовать. В принципе, в целом, это надо использовать. Но как использовать? Как бы весь дьявол в мелочах. Кроется в деталях, да, в деталях, табличках, цифрах. Да. Ну, может быть, нам подробности обсуждения расскажет заместитель министра? Да, спасибо. Сничи. Я соглашусь, да, с Михаилом Михайловичем. Правильно он сказал, что в первую очередь такие районы, как Алданский, скажем так, Томодская часть, они всю жизнь с советских времен относились именно к лесопромышленным зонам. То есть там лесистость выше
средний, чем субъект. То есть субъект сегодня у нас чуть выше 50% лесистость имеют, а районы Алданские, в частности Томоцкое лесничество, у них лесистость там до 80% доходит. Соответственно, начиная с советских времен эта база была изучена вся заложена. Соответственно, там не зря данная территория выделена в эксплуатационные леса, то есть изначально наукой подразумевалось, что здесь будет изъятие ресурса. Но законодательство меняется, время тоже меняется. Сегодняшний день на повестке дня стоит изменение климата. Вот здесь, возможно, есть некоторые нюансы, которые до сих пор не учтены как лесным кодексом, так и лесным планом субъекта. Вот в этом направлении, думаю, что нужно проработать. Также, если рассматривать ваш вопрос, без последствий для экологии возможна ли рубка? Да, если соблюдать все правила и нормы, которые лесным законодательством установлены, то тут проблем не должно быть. В связи с этим, то, что общественность у нас сейчас резко озаботилась этим вопросом, и мы, как орган исполнительной власти, тоже не можем это не замечать. Соответственно, и к организации, кто занимается вырубкой, у нас повышенные требования на сегодня. Соответственно, и они должны понимать, что шаг влево, отхождение от проектной документации, договора, аренда им будет Давайте озвучим непросто. основные положения этих требований. Но основные положения, требования, то есть у организации имеется договор аренды, которым предусмотрена конкретная граница, где они работают. Проектом освоения лесов предусмотрены и выделены спелые и перестойные леса. Отмечаю, спелые и перестойные леса, где они будут проводить рубку. Соответственно, в течение аренды они в этих кварталах и выделах должны провести отвод лесосек. Весь отвод лесосек должен соответствовать требованиям правил заготовки, то есть это по годам примыкания этих лесосек, по размеру лесосек и, соответственно, по выборке кубажа в соответствии с проектом освоения лесов. А также у них разработаны технологические карты, по которым они будут производить заготовку, трильевку и первичную переработку, я имею в виду обрубка случаев, то есть где это все это будет складировано, в каких объемах, какие противопожарные мероприятия запланированы, то есть это на них тоже ложится. То есть не стоит забывать, что за эту территорию всю за пожарную безопасность именно будет нести ответственность арендатор. Соответственно, и тушить пожары он на данной территории будет, и мониторить ее будет по возникновению каких-то там дым-точек, да, или, не дай бог, лесных пожаров. Поэтому тут ответственности у них А сколько возложено. гектаров леса вообще предоставлено для этих работ, для лесозаготовки? Для лесозаготовки Именно этим подрядчикам? Ангаре предоставлено порядка 54 тысяч, чуть больше гектаров, а Вудланду 177. Как бы общественность накинулась, представляя, что там будет полностью расчищенная площадка. Сплошная вырубка. Сплошная вырубка, да. Ну, то есть понятие сплошной вырубки, они будут брать только спелые перестойные деревья с определенного диаметра. Все остальное должно остаться. Напочвенный покров, вот, то есть вот та маховая шуба, да, которая является первоочередной, скажем так, теплоизоляцией мерзлотного слоя, она должна остаться. То есть вот эта подстилка возможна к уничтожению только на волоках, так сказать, транспортных коридорах, где будет транспортироваться древесина. В связи с чем после круглого стола с общественностью у нас был разговор с руководителем Вудланда и Ангары, и мы этот вопрос тоже поднимали, что, возможно, на сегодняшний день не учтены вот эти мерзлотные особенности. Да? Ну, я уже говорил, что ни в регламенте в лесном, ни лесным законодательством об этом не оговорено. Мы переговорили о том, чтобы им приступить к рубке именно по первой приморозке, то есть это либо поздней осенью, или заходить уже октябрь, ноябрь, декабрь, чтобы с наименьшим воздействием именно на вот эту подстилку им провести работы. Ну и плюс по технике мы у лесничего уточнялись, да, какая техника заходит. То есть там заходит гусеничная, но широкогусеничная, то есть у них удельное давление на почву в разы меньше, чем если бы это была разработка тем же трелевочным трактором, как у нас ну, зачастую Может быть, нам происходит. сами заготовители расскажут подробнее? Да, вот то, что сказал Андрей Николаевич, у нас в заготовке большой опыт есть, потому что до этого мы работали и работаем в других регионах нашей страны, в том числе в Иркутской области.
И все правила лесного кодекса мы соблюдаем. Еще хочу добавить, что по поводу лесовосстановления. На лесовосстановление, чем отличается вырубка и заготовка леса. После вырубки лес не восстанавливается. Он может восстановиться, но через определенное количество лет, если его посадят или еще как-то. При заготовке леса на каждой лесосеке у нас будет сохранен подрост. Даже если сохранен и оправлен. То есть даже где-то если, не дай бог, там помялось, да, там дерево загнулось, у нас идут люди специально после заготовки и делают оправку. Это тоже в правилах все написано, за это смотрят контролирующие органы. Потом, если где-то при таксации и отводе лесосек мы посчитаем подрост, мы обязаны это сделать. И если не будет хватать того количества определенного штук на гектар, то мы в тех местах будем делать содействие естественному лесовозобновлению. То есть сеять семена районированные, либо садить сеянцы, чтобы они потом дальше росли и так далее. То есть, изымая эту площадь, они нам должны его восполнить. То есть не сразу вернуть покрытую лесом, но, по крайней мере, произвести все необходимые мероприятия по содействию тому же естественному лесовосстановлению, чтобы через 5-7 лет эту площадь уже можно было по определенным законодательством, критериям перевести в покрытую лесом. То есть это не будет площадка там под асфальт и так далее. Вот вы говорите, сколько человек у вас всего будет работать именно на этих площадях? На этих площадях... И почему именно 2 юрлица? Почему нельзя было оформить одно? Может, какие-то есть нюансы здесь? Это юридические вопросы, я не могу сказать. Вообще вот эти две организации, Woodland и Ангара, мы их не сами организовывали, они нам достались по наследству. Раньше был другой... Репутация у этих организаций очень была, плохая. да, от этой да. репутации, кстати, она на нас тоже очень плохо влияет, эта репутация. Мы от нее всячески избавляемся. Сейчас руководитель и, так сказать, собственник этих компаний поменялся, это совсем другой человек. Все, как вот тоже еще говорят, что были какие-то неоплаченные налоги, какие-то уголовные дела. Да, были Сейчас дела, да. компании эти все чистые. Никаких долгов перед законом. Смотрите, корабль со старым именем, как вы считаете, как он может поплыть по-новому? Поплывет по-новому, потому что все зависит не только от корабля, но и от капитана. Все зависит от капитана. Да, я думаю, в любом да. случае, вам же придется доказывать все делом. Что мы делаем и хотим сделать, и мы пытаемся идти навстречу. Сейчас короткая пауза. После рекламы мы вернемся к обсуждению нашей темы. Вот расскажите, каким образом можно контролировать эту работу? Правила игры для лесозаготовщиков, будь это физические лица, либо юридические лица, либо субъекты малого и среднего предпринимательства, единые. Об этом говорит главный лесничий, об этом говорит представитель науки. То есть правила игры, они установлены. А общество боится, что будет нанесен ущерб бассейну, экосистеме бассейна реки Амга. Ну, все-таки существует государство, и правила игры, они установлены не только лесным кодексом, но есть водный кодекс Российской Федерации, который установил определенные требования к защите водных объектов. Это водоохранные зоны, нерестоохранные зоны, санитарные зоны и так далее. Реки у нас находятся под надзором. Это региональное министерство, Росприроднадзор, прокуратура и так далее. Кроме того, есть закон об охране окружающей среды, который установил тоже основные требования к охране природных объектов. Но самый важный документ и важный закон, который защищает экосистемы, да, в целом, как каркас устойчивости природных сред, либо районов целых, либо смежных районов, это, конечно, закон об особо охраняемых природных территориях. А если мы сейчас озаботились об экосистеме бассейна реки Амга, то этот вопрос, он заботил наших ветеранов и предшественников. Целые экспедиции были посвящены, чтобы защитить бассейн реки Амга. Верховья реки Амга по левому и частично правому берегу отнесены к особо охраняемым природным территориям. Хозяйственная деятельность человека, она полностью ограничена. Но когда вот экспедиция отрабатывала, да, правый берег, где идет вот спор, особо охраняемым территориям почему-то не отнесли. Почему? Я думаю, что это все-таки итоги лесоустроительных работ, которые проводились еще в советское время.
И ученые же, они работают по данным, которые предоставляют и органы статистики, и действующие специалисты. И вот правая сторона как раз эксплуатационные леса. Хотел бы отметить о значении водного кодекса, да, в защите водных объектов, зоны, которые защищаются законом, к ним тоже применяется, соответственно, соответствующая ответственность. Кроме того, есть закон, позволяющий охранять водно-биологические ресурсы, как раз рыбы. Рыба всегда метает икру в верховьях рек. И есть такое понятие, как нерестоохранные леса. Нерестоохранные леса, они практически защитные леса. И все водные объекты, даже вот протоки, которые впадают в любые реки, это касается всех рек. Амги, Вилюя, Яны, Колымы, они все имеют защитные леса. И вот как раз в защитных лесах производство работ, она запрещена. Нельзя проводить эти работы. Таким образом, бассейн реки Амга, она находится под очень серьезным контролем, и система она налажена. И если общество нынешнее считает, что система охраны бассейна Амги недостаточно эффективная, об этом разговоры идут, и общественность ставит вопрос, чтобы все ресурсные резерваты, либо территории, которые не примкнут особо охраняемым территориям, сделать национальным парком Амга. Такой опыт мы имеем. Помните эпопею создания национального парка Ленские столбы, процедуру, законную часть и так далее, это все мы знаем. И на данный момент по поручению Айсена Сергеевича, конечно, идут общественные слушания. А здесь надо понимать, при тотальном создании особо охраняемой территории, да, возникает проблема у местного населения. Это ограничение хозяйственной деятельности. То есть охота, пребывание в лесах, сенокошение и т.д. и т.п. подпадает под запрет. Поэтому, когда проводили эти слушания, да, по созданию национального парка Амга, люди, узнавая наличие ограничений при статусе природного парка либо национального парка, некоторые отмечали иную позицию. Поэтому здесь надо подходить очень взвешенно. И, конечно, усилия надо направлять, чтобы бассейн был защищен. Это возможно сделать. Сахамин Миланович, вот несколько лет назад, когда у нас было большое наводнение на Лене, вбрасывалось также в интернет такое мнение, что это наводнение, оно в том числе из-за того, что в верховьях реки Лена, в Иркутской как раз области, провели вырубку, и что сказалось, в общем, на экосистеме реки. Я попытаюсь объяснить. Я как раз делал мониторинговые вылеты с Усть-Кута до границы Республики Саха-Якутия. Когда пролетаешь над рекой Леной, да, защитные леса, они сохранены, это однозначно, нерестоохранные зоны защищены. И слева, и справа есть лесоделяны, где действительно со спутника видно, что произведены лесозаготовки. И они выглядят как шахматная доска. Шахматная доска, один выдел лесозаготовлен, второй выдел полностью растет. А в Иркутской области лесозаготовка проводится иным образом. Вот как раз делаются вот эти деляны, соседняя деляна полностью заготавливается, примыкающая деляна остается целиком, и, как считают лесники, как считают специалисты, идет осеменение соседней деляны, и буквально через 70-100 лет идет подрост. Это вот технология, которая узаконена правилами лесозаготовки. Но та технология, которая применяется в Иркутской области, она неприемлема для Республики Саха-Якутия, и законодатель это учел. Знаете ли вы о том, вот вы сказали, что у вас большой опыт там лесозаготовки в других регионах? Эти особенности вы будете учитывать в своей работе? Конечно, мы будем учитывать особенности в мерзлотных лесах. Мы знакомы с работами Щербакова Игоря Петровича. Кто это? Это основатель лесоведения Якутии. То есть как вот именно заготавливать лес в мерзлотных местах. Да, поэтому мы, конечно, это все будем учитывать. И согласно всем вот этим требованиям, как сказать, поправкам, мы это все будем делать. Знаете, еще общественность, ну, по крайней мере, ну, скажем так, людей в интернете беспокоит срок вот этой вот аренды, да, то есть они все возмущаются, то, что мы отдали свой лес, Сахамин отдал наш лес на 50 лет каким-то заготовителям. Ну, вот так же пишут. Объясняю. 49.
Сахамин, конечно, не решает, да, но что-то, может быть, и решает. Но, опять же, дело в подходах. Если частник заходит на год и без обязательств дополнительных заготавливает лес, притом частное лицо заготавливает очень значительные объемы. Вы не смотрите, 30-40 кубов якобы человек заготавливает. Да, это один человек. Это наш урок на дрова. Но объемы лесозаготовки в том же Амгинском районе для специалистов – это серьезные объемы. Каждый год более 50 тысяч кубов в Амгинском лусе. Амгинском лусе. Я не говорю про Чурапчинский, Татинский лусы. Да. Но при этом человек обязательств не берет. Он купил лесобилет, заготовил для ИЖС, для строительства САИЛК, хознадзорных построек и так далее. Но почему вот субъекту предпринимательства, который заходит на заготовку леса, такие сроки, да, устанавливаются? Эти сроки устанавливаются, во-первых, чтобы субъект предпринимательства, в правилах лесозаготовки так и указано. Это предпринимательская деятельность, связанная с лесозаготовкой и вывозом древесины из леса, чтобы планировал свою экономическую хозяйственную деятельность. На год он зайти не может. Вот за год он даже дороги не сделает. Поэтому ему по проекту, проект сделан таким образом, чтобы он планировал и прокладку лесовозных дорог, прокладку противопожарных полос, минерализованных полос и так далее. На это требуется финансирование, на это требуется время. Кроме того, вот площадь аренды, она неравнозначна площади вырубки, как говорят. Если на 50 тысяч га юридическое лицо арендовало у государства земли, то он берет на себя обязательство платить арендные платежи. Арендные платежи, они очень серьезные. Частное лицо, либо специально неподготовленная организация арендные платежи просто не потянет. Поэтому он на себя берет обязательства, взамен государство гарантирует, что по установленному сроку, ну, согласно договору аренды, он может планировать свою предпринимательскую лесохозяйственную деятельность без ущерба, чтобы не пойти на убытки и так далее. Эти правила, они установлены Российской Федерацией, и они применяются в Якутии, Иркутской области, Приморском крае, Калининграде, везде, где есть лесохозяйственные районы. То есть мы По выяснили... идее, использование лесов в последний год, да, допустим, спустя эти там 49, да, или 59 лет, можно уже видеть результат лесовосстановления за там 30 лет его хозяйственной деятельности. Это один момент. И еще особо важный аспект, Сахамин Иванович правильно подчеркнул, что он заводит еще и инфраструктуру транспортную, лесохозяйственную, то есть это противопожарное обустройство, дороги, которыми потом будут люди же и пользоваться. Плюс не забывая, что он за этот участок полностью несет ответственность. А вообще хочется узнать, сколько у нас в целом работает предприятий таких лесозаготовительных? в Ну, Якутии, смотрите, Какие да, мы объемы леса вывозятся? готовили, да, информацию. То есть на сегодняшний день по республике крупных арендаторов, которые на основании договоров аренды занимаются лесозаготовкой, на сегодняшний день их всего 14. И ежегодный объем, так называемая их расчетная лесосека, составляет 1 миллион кубов в год. Все вместе они вырубают. Но стоит отметить, что, про что Сахамин Миланович сказал, что по договорам купли-продажи, вот по этому мелкому пользованию до года, в республике выбирают 500 тысяч кубов, с которых практически не спросить. То есть пришли, деляну проверили, если он там не намусорил, и на этом все. А как лес восстанавливается, это уже будет лежать на органе исполнительной То есть власти. половина от этого объема, да, который Практически, заготавливают. да. Ну, вы сказали 500 кубов, Да. 1 миллиард. Нет, это плюсом. А плюсом. Плюсом, да. Но все равно... Да, но сразу отметить, расчетная лесосека субъекта порядка 30 миллионов кубов. Вот 30 миллионов кубов по лесному законодательству научно обоснованы, которые можно ежегодно изымать без особого влияния на экосистему. А мы изымаем 1,5, получается, миллиона. Да, совершенно Всего 1,5 верно. миллиона. Можно Валерий Евгеньевич, маленько сколько вы Да-да-да, планируете конечно. вырубать-то в год? Сколько в год будем вырубать, планируем? По одному договору у нас
110, по-моему, тысяч кубических метров мы можем заготавливать. По другому договору, по Вудленду 200, точно 240 да, тысяч. Но пока мы планируем работать только в Ангаре. И здесь такие леса, не как, например, в Иркутской области. В Иркутской области, если мы отведем, например, лесосеку 10 гектар, мы можем с нее взять 3,5-4 тысячи кубических метров леса. А здесь, дай бог, чтобы 1000 набрали. То есть здесь на одном гектаре запас по факту идет 100-150 гектар. Потому что только спелые И перестали. поэтому у нас увеличится маленькая работа, чтобы нам, например, взять запланированный объем, нам нужно сделать в 2 раза больше лесосек, в 2 раза больше дорог и так далее. Я думаю, что мы на те же 100 тысяч по Ангаре в годовых, мы, наверное, никогда на них не выйдем. То есть 1050, если будем 60 в год заготавливать, это хорошо. И то это, если когда уже будет налажена вся инфраструктура, когда уже все будет, сбыт налажен, пилоцехи будут сделаны, которые сейчас будут, кстати, можно поговорить об этом. То есть только так вот. И то на 100 тысяч это выйти, это, наверное, никогда мы не выйдем. Мы вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь. Вы говорите, у вас налажен рынок сбыта, а куда будет уходить Он не древесина? налажен, мы его будем накладывать. Сейчас вот по поводу рынка сбыта я хочу сказать, есть такой общественник Афанасий Павлович Алексеев. Он как-то брал у меня интервью и выложил в соцсетях интервью, и где было сказано его словами, что якобы я сказал, что весь лес мы будем продавать в Китай. Вот я хочу пояснить, что вот эта фраза, которую он выставил, это была вырвана из контекста. Весь лес, весь пиломатериал, который будет пилиться на территории Томот, то есть это доска, брус, также будет в скором будущем построен цех по изготовлению дома комплектов, это клееный брус. Пилетный завод будет построен, это все будет на республику продаваться. То есть в Якутию пойдет? Только в республику, да. Но если весь объем республика не сможет купить, может, там не понравилось, или все, мы насытились, да, этой продукцией, то, соответственно, мы будем продавать и в другие регионы, чтобы лес у нас не лежал, не гнил, там не лежал. В первую очередь республику. В первую очередь республику. И по цене хочу сказать, еще цена будет в районе 20% ниже. То Ну, есть потому для что местного логистика- населения это... Дополнить, да, чтобы было общее понимание, что происходит по обороту древесины. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича, которому внесли по итогам национального лесного форума. Он, кстати, проходил в Якутии, площадка, и, к сожалению, активисты по защите леса, они не принимали участие, хотя их всех приглашали. Что же все-таки происходит? Руководство государства поставило очень серьезную задачу провести работу по декриминализации лесного хозяйства и оборота древесины. Это государственная стратегия и политика. А какие меры принимаются? Это, конечно, система лес и ГАИС. Это система автоматизированного государственного учета, информационная система. Любой желающий могут зайти и сейчас прямо в интернете посмотреть. То есть древесина учитывается поштучно, по сути поштучно. Без леса и ГАИСа заготовитель является браконьером, и к нему применяются все карающие меры государства. Уголовно. Это во-первых. Во-вторых, идет цифровизация лесного хозяйства. Это очень серьезное направление, где тоже любой гражданин может видеть оборот древесины, где что вырублено в Амгинском лесничестве, либо Алданском лесничестве. Это во-вторых. В-третьих, работает очень серьезная комиссия, межведомственная комиссия, ну, вот даже на уровне субъекта, по пресечению правонарушений оборота древесины. Сюда входят очень серьезные компетентные органы. Это МВД Республики Саха-Якутия, Росгвардия, ФСБ, прокуратура, предохранная прокуратура. Я входил как министр экологии, лесная охрана, лесничество. Цель вот этой, еще Следственный комитет, цель вот этой межведомственной комиссии как раз выявлять лесных браконьеров и применять все кары, которые предусмотрены государством. А кара очень серьезная, статья 260. Это одно. А самое серьезное направление, о котором вот говорил тоже Михаил Михайлович, да, она направлена все-таки на запрет экспорта
древесины, необработанной древесины за пределы Российской Федерации. Это постановление вступило в силу с 1 января 2022 года, подписал Мишустин Михаил Владимирович. И как раз целью вот этих ограничивающих нормативных актов является, чтобы древесину направили во внутренний рынок. А чтобы лазейки не было, вот говорят, лазейка все-таки появится на таможне и так далее. Эту лазейку тоже перекрыли. А каким образом? Даже если он срубленное дерево ошкурит, либо частично обработает, то через таможню он пропустить не сможет. Потому что на таможне выставили очень высокие пошлины, экспортные пошлины, что ему невыгодно вывозить эту древесину через таможню. То есть государство применяет целый пакет мер. Для того, чтобы лес оставался Совершенно в России. правильно. Да, ну и стоит отметить, да, то есть у нас республика только входит, да, грубо сказать, на пороге развития лесопромышленного комплекса, но он уже входит в эру цифровизации, в эру вот этих ограничений и прозрачности. То есть на сегодняшний день действительно вывоз необработанного пиломатериала из Российской Федерации запрещен, введена система ЕГАИС, мы с ней работаем вплотную, то есть чтобы понимали, там путь каждого бревна от спила до конечного покупателя. То есть даже если из нее будут сделаны там 2-3 доски, это все будет программа, это прослеживается, она уже прослеживается. Плюс сейчас вводится система спутникового мониторинга системы ГЛОНАСС на лесовозы, то есть это обязательно, они должны применять, я имею в виду лесозаготовители, это обязательное требование. Немного, да, это сказалось на цене конечного продукта, да, пиломатериала. Но я думаю, что это оправданная мера. Если посмотреть пример там, Приморского края или Иркутской области, которое было 5 лет назад, то сейчас уже подвижки есть. То есть черный рынок закрывается, соответственно, незаконная рубка уменьшается, а мы входим уже, то есть все системы уже готовы для республики. Мы здесь в прошлый раз обсуждали как раз проблемы строительной отрасли. И люди, которые занимаются ИЖС, у нас был один спикер, который занимается строительством жилья, в том числе ИЖС. Вот он как раз жаловался на отсутствие... Я отмечал такую мысль, что у нас как будто бы нет в Якутии собственного производства, вся древесина привозная, и приходится покупать ее за очень дорого, соответственно, строить даже становится невыгодно. Я постараюсь Как проблема ответить решается? вот по этой проблеме. Действительно, последние 5 лет, 10 лет индивидуальное жилищное строительство очень зависит от поставок Иркутской области. Ну, как летом видим, вот баржи идут и везут готовый пиломатериал. Это брус, полубрус, доска, 40-ка, дюймовка и так далее. Да? И цена, она растет. Она была 10 тысяч, 15 закуп, 20, 25, 30, 38. А в этом году уже прогнозируют, что будет стоить почти 40 тысяч за кубический метр. 40 тысяч кубический метр. А у нас преимущественно деревянное строительство в селах. А также в городе, вот Хатасы, Тулагина, Сатал и так далее. И ментальность человека якутского строится деревом. Если мы сейчас на основании вот требований общественности ограничим лесозаготовку в Республике Саха-Якутия, она коснется не Амгинского лесничества, да, и Алданского, можно вот эти два. Она же коснется всего Восточно-Сибирского мерзлотного района. И вот наши граждане тогда получат очень большие ограничения по заготовке древесины. Вот тогда мы получим действительно народное недовольство. Человек, сосед, который не смог заготовить лес, либо купить у заготовщика по сходной цене, он будет очень сильно возмущаться. А потом же он придет, спросит, какие политики внесли поправку по ограничению запрета лесозаготовки в Восточно-Сибирском мерзлотном регионе. Поэтому тем инициаторам, которые хотят тотальный запрет лесозаготовки в Республике Саха-Якутия, надо сперва спросить мнение соседей. Те же людей, которые проживают в Амгинском улусе, это 1600 человек ежегодно заготавливают. Это соседи. Это Иванова, Петрова, Сидорова, которых я спрашиваю, для чего вы заготавливаете? А в этом году строим жилье для сына, в следующем году для дочери.
а попробуй их ограничить. Поэтому при ограничении права человека на лесозаготовку надо узнать мнение соседа для начала. И тут еще такой момент, вот, мне кажется, вот лесничие ученые объяснят, если лес вообще не заготавливать, тогда он перестаивает, начинаются пожары. Вот есть такая Теряет тема? свою продуктивность, то есть переработку выделения кислорода и СО, плюс отпад идет. А так как у нас преобладают лиственничные леса, то у них там отпад именно как горючего материала и накопленного, переработанного СО в виде старой хвои, это все накапливается. Со временем это превращается в бомбу замедленного действия, то есть до первого лесного пожара. То есть вырубка, она в принципе необходима такого леса? Да. У нас в Якутии, да, в реальности большой процент перестойных спелых лесов. Если их не вырубают, они как вот организм потихонечку растут, развиваются и умирают. Потом, когда это происходит, идет снова возобновление и по кругу. Те ситуации, когда уже лес фактически уже переходит в состояние, там очень часто происходят те пожары, когда вот в европейской территории понятия такого нету, там сухие грозы. Сухие грозы частенько вот оттуда и начинаются, и потом они охватывают огромные вещи. Но я хотел бы сказать немножко про те опасения общественности. Я вот как бы на грани науки и общественности. У нас люди очень грамотные, находят много вещей. И вот в частности, то, что мы видим у Ветленда и Ангары в акведах, то есть в тех разрешенных мероприятиях добычи полезных ископаемых, вот эти вещи, они просто раздражают, раз. Во-вторых, конечно, вот реально Маслобойников – это тот человек, который упорно хотел все осваивать, но, к счастью, он не зашел на территории республики. Сейчас происходит, как бы вот считает общественность, повторный заход. Но уже, по крайней мере, смотрим на группу компаний уже другого типа. У них в акведах этого нет. Вот я услышал, что собираются избавиться от этих полезных ископаемых месторождений, но были сомнения. Во-первых, понятно, что там наша продуктивность не такая, как наш бонитет 5, редко 4, а там, где работают иркутяне, причем, как бы интересно, зашла иркутская компания, которая будет делать для Якутии древесину, конкурировать с иркутянами, которые в основном отправляют, это же коллеги рядом. То есть, пускай конкурируют между собой, тоже неплохо. Цена упадет, вот минимальный, говорит, 20%. Может, наоборот, иркутяне будут сбавлять, и вам придется сбавлять. Это уже жизнь, рынок. Да, кстати, Поэтому тоже... вот есть определенные опасения, и этих опасений много, потому что, считается, что наши межлотные условия вообще в концептуальном плане не отражены в лесном кодексе. И вот то, что я говорил сначала, весь дьявол в таблицах, в деталях. Их пока сейчас не учитывается. И вот Институт межлотоведения Александр Николаевич Федоров очень прекрасно показал, мы тоже, в принципе, Институт биологии тоже прекрасно знаем, когда уменьшается процент лесистости, и надо признать, что все-таки были территории, где очень близко, говорят, в советское время можем использовать слово «рубка», и там были нарушения. Соответственно, это все в прошлом. Сейчас, вот как уже говорит новая нормативка, и, соответственно, мы надеемся, что такого не будет. Но все равно межлотный фактор, который еще пока законодательно не прошел. У меня вопрос все-таки к законодателям органов власти. Сколько период введения вот этих требований, тех вот исправлений дьявола в деталях, в таблицах может потребоваться? Если вот эти таблицы, поправки и лесосеки, они не устраивают и озаботили общественность и научное общественность сообщества, то что надо делать? Конечно, заказывать научные работы. Научные работы, они пройдут год-два. А внесение изменений правила лесозаготовки, на это тоже уйдет полгода-год. Это надо прорабатывать с федеральным органом, Рослесхозом. И если они примут обоснование науки и общественности Республики Саха-Якутия, то в конце концов в правилах лесозаготовки
именно по полосам нерестоохранных, эксплуатационных лесов, по лесорубочным этим просекам, можно получить изменения. Но над этим надо работать коллективно. Вот на данный момент у нас разрешена лесосека максимум 40 гектар площадью. А мы, исходя из того, что это мерзлотные леса, будем уменьшать эти площадя, то есть 25-30 гектар делать лесосеки. Лесосеки будут у нас находиться в междуречии, на равнинах, либо на склонах с малым северным уклоном, северной экспозиции. То есть где мерзлота больше, находится больше мерзлоты, так сказать, там у нас будут ориентировочные лесосеки. Вот Михаил Михайлович, когда говорил, он упомянул, я вспомнила, что вот в интернете еще одно из обвинений, что, значит, компания, которая зашла, иркутская, она сейчас возьмет в аренду этот участок на 50 лет, а потом начнет добывать там полезные ископаемые. У нас Чтобы он сам ответил. есть акведы на эти две организации, и там написано, что мы можем заниматься полезными ископаемыми. Эти акведы нам пришли по наследству, и мы сейчас уже работаем, чтобы от этих акведов просто отказаться, и где будет просто написано лесозаготовка и лесопереработка, и все. И никаких... Того, что если Да. такой аквед, данные работы проводятся только в соответствии с полученными лицензиями и с полученными лесными участками, ну, на территории лесного фонда, если они соответствуют категории лесов. То есть если там не лесоохранные, то там никакая разведка там, соответственно, и не будет, даже если при наличии лицензии. Но я думаю, что вам лучше Мы от от этих нее акведов избавляемся, да. лучше И отказаться. у нас в аренде, в договоре аренды написано черным по белому лесозаготовка, и все, ни больше, ни меньше. То есть о каких-либо... Информация от председателя общественного совета Амгинского района, который утверждал о том, что компания Woodland Ангара будет заниматься недропользованием, кроме того, охотпользованием. В связи с чем я обратился с запросами Министерства промышленности Республики Саха-Якутия и Министерства экологии и природопользования Департамента охотничьего хозяйства, где четко объяснили, что права недропользования у Ангары Вудланда нет и не возникнет, потому что в тех местах поисковые разведочные работы по полезным ископаемым не проводились, подтвержденных запасов нет. А по охотпользованию, пока он не стал охотпользователем, с внесением в соответствующий реестр и заключением охотхозяйственного соглашения, добывать объекты животного мира он не имеет права. За это тоже соответствующая ответственность. То есть это уже браконьерство получится. Только заготовка леса. Да, еще вот вопрос прозвучал, что вот иркутская компания, то есть это был открытый аукцион, то есть здесь могла быть и якутская компания, и хабаровская Кстати, компания. аукцион лесоустройства, да, готовили под якутскую компанию. В 2015 году было принято решение о том, чтобы провести лесоустроительные работы именно в той местности, 50 тысяч га, о котором сейчас спорит общество, да. И тогда задача стояла запустить именно местного лесопереработчика. Оно так и называется – Алданская лесоперерабатывающая компания. Эта компания существует до сих пор. Можете зайти тоже в реестр, почитать. И под него, по заданию Министерства промышленности, правительства Республики Саха-Якутия с благими намерениями подготовили документацию и приняли фактическое решение. Но что случилось? Почему Алданская лесоперерабатывающая компания не приняла участие и не закрепила этот участок? Об этом я сказать не могу. То есть они вообще не пришли на этот аукцион? Видимо, не пришли, раз... Нет, ну вот возникает проблема, вполне понятная, да, то есть, в принципе, Якутия готова к созданию собственного производителя древесины, переработчика древесины, но почему-то компании не берутся. Почему местные компании не берутся за такую работу? Потому что лесопереработка и лесозаготовка – это достаточно затратное мероприятие. Бизнес-план, он рассчитывается не на 10 лет, не на 15 лет. Вот 36, 40, 45 лет как сроки аренды, да. удовлетворяет потребности предпринимателей, которые могут зайти, вложить что-то и что-то получить. А наш предприниматель почему не заходит? Хочет сразу окупиться. И все. Все и сразу, да? Вот и весь ответ. Вопрос, а в чем разница? Это местная компания. То есть мы говорим про заготовку. И то есть и здесь тоже окрас вопрос принимается. Но мне кажется, что все-таки вот накал страстей, он был бы пониже, да. если бы это была местная Да. Тем компания. более сейчас у нас зарегистрирована компания в Алданском районе, лесная компания Якутия. Она будет заниматься переработкой древесины.
так как вот эти две компании «Агара» и «Вудленд», они зарегистрированы в Иркутской области, мы сделали компанию, которая будет нанимать людей, будут у нас пилорамы, вот эти все цеха по производству. Кстати, по кадрам, как планируете По кадрам мы задействовать местных планируем, кадров? вот пока мы еще только на начальном стадии, на первой ступеньке, у нас работают иркутские люди, но уже там несколько человек местного, стамот. И, конечно, мы планируем, зачем нам возить откуда-то издалека, мы найдем специалистов здесь, чтобы также платить налоги и все, обучать будем в какой-то мере каких-то специалистов. Конечно, все не будут у нас стопроцентные с республики люди работать. Но основная масса, большая даже масса людей, часть людей будет работать именно и с Якутии. Мгм. То есть вот эта вот компания по переработке леса, она будет зарегистрирована здесь, соответственно, Она платить уже налоги зарегистрирована. уже зарегистрирована здесь. Да, и Соответственно, налоги будут налоги все, да, якутские. рабочие места, это все будем. И древесина будет идти в Якутию. Основная Ну, часть, звучит просто великолепно. первая и основная часть в Якутию. Заготовка планируется у нас начаться зимой 22 года. Ноябрь, Ну, то есть декабрь. ближайшей зимой уже Вот, начнем. да, Ближайшие да, зимой. Ну, я надеюсь, что наши зрители, ну и как и мы, получили исчерпывающие ответы на многие вопросы. Остается надеяться, что якутяне будут беспокоиться меньше об промышленном освоении, так сказать, верховья реки Амги. Вот. Но все-таки появились новые вопросы. У нас все-таки в Якутии нет своего переработчика леса. На эти вопросы тоже будут нужны ответы. Но я думаю, об этом мы поговорим в наших следующих передачах. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. С вами были Ирина Ефимова и Сергей Михедов.